После приветствия глава республики озвучил цели и задачи данного собрания, обсудили вопросы, связанные с качеством жизни населения Ингушетии и развития региона в целом. Обсудить вопросы и задачи, которые стоят в этом году, наступившем, и включительно задачи до 2022 года, что нас ожидает в рамках федеральных целевых программ, это развитие Северо-Кавказского федерального округа, где мы участвуем как регион, и в рамках других государственных программ. Это одна задача. И вторая задача – это, с одной стороны, критика, в том числе вас, сидящих в зале, в лице власти, это главы муниципальных образований, сельских поселений и общественных советов. Почему? Потому что вы очень слабо контролируете ход реализации проектов, в том числе социальных, на своих территориях. Очень слабо. Вы очень слабо контролируете ход инвестиционных проектов на своих территориях. Многие главы на вопрос, сколько этот завод или предприятие производит продукции, делают удивленные глаза. Хотя этот завод или предприятие стоит на его территории. Он обязан это знать. То есть вы самоустраняетесь. Я езжу по объектам, и для меня крайне странно, когда я вижу, что строить неправильно. Вы там живущие на месте, круглые сутки находящиеся в этом селе, не видите и ждете, пока глава республики туда приедет. Повышение уровня жизни – ключевое направление государственной политики региона. Принятые меры за последние 10 лет позволили существенно улучшить социальные и экономические показатели региона, создать необходимые условия для привлечения инвестиций в строительную отрасль. Выступление следующего докладчика началось с видеоролика. С 2008 года в республике построено или реконструировано около 450 объектов, в том числе образование – 86 объектов, здравоохранение – 31 объект, промышленность и сельское хозяйство – 34 объекта, культура, спорт, туризм – 58 объектов, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры – 97 объектов, объекты жилого строительства – 62 объекта, прочие объекты, среди которых административные здания, торговые комплексы – свыше 100 объектов. Картина действительно впечатляющая. Одна из главных тем встречи – предстоящие выборы президента России, которые пройдут 18 марта. С докладом выступил председатель избирательной комиссии Ингушетии Муса Евлоев. Республика, как и вся страна, готовится к этим выборам. Осуществляются все необходимые на данном этапе мероприятия. В частности, по поручению ЦИК России мы совместно с органами местного самоуправления, с органами регистрации и учета граждан осуществляли корректировку базы данных избирателей. И цель этой корректировки была в том, чтобы очистить эту базу от неправильных сведений. На встрече с главами муниципальных образований Ингушетии был также представлен доклад о сборах платежей за коммунальные услуги в регионе. Сборы населения за потребленную электроэнергию в целом по республике в 2017 году составили 70,2%. Недобор порядка 234 миллионов. Здесь и далее речь будет идти только по показателям 2017 года, то есть без учета задолженности за прошлые годы и только по населению. По ГУП Ингуш-Регион-Водоканал сбор платежей за оказанные услуги составил 62%, недобор 75 миллионов. По ООО «Газпром Межрегионгаз» и ООО «Газпром Межрегион Пятигорск» сбор составил 55%, недобор 690 миллионов. Юнусбек Евкуров добавил о необходимости усиления работы в этом направлении. Надо просто взять на контроль, чтобы у нас там с водой вопрос был решен. Понятно? В этом году эта задача стоит, и отдельно председатель правительства заслушает с главы муниципальных образований именно по вот этому проекту, и можно то же самое по воде заслушать, чтобы у нас не сорвалось там процесс. Не менее важная и обсуждаемая тема – запланированные мероприятия на 2018 год по улучшению электро-, газа и водоснабжения на территории республики. Для решения проблемы улучшения ситуации по обеспечению бесперебойного
электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения для жителей региона. Руководство Республики Ингушетии совместно с ПАО «Газпромом», ПАО «Россеть» и ПАО «Роснефть» принимаются кардинальные меры, направленные на строительство и реконструкцию газо-, электро- и водораспределительных сетей в населенных пунктах Республики Ингушетия. Юнусбеков Куру отметил, что все задачи будут взяты под личный контроль и обязал всех глав муниципального образования выполнять их в кратчайшие сроки. Михаил Тангиев, Рахман Суров, Новости 24.